На большой стройке продолжается монтаж металлоконструкций и технологического оборудования. Позади еще один ключевой этап – гидравлическое испытание котлов. Сборка громадного агрегата началась еще в 2015 году. Проведя гидравлические испытания, подтвердили качество сборки котла и их надежность. Проведены так называемые испытания на прочность и плотность. Во многом люди, работающие здесь, первооткрыватели. Ведь электростанция таких масштабов, мощность только первой очереди 193 мегаватт, на вечной мерзлоте возводится впервые. На строительной площадке Якутской ГРЭС-2 трудится около 1400 человек. Это своеобразная сборная России. Кроме местных подрядчиков, на крупном объекте работают специалисты из многих регионов страны. К лету рабочих рук должно стать еще больше. Это связано с отставанием от графика. Генеральный подрядчик намерен привлечь дополнительные силы. Отставание от графика от 2 до 3 месяцев. В первую очередь они связаны с общестроительными работами. Это не крупные, не технологические какие-то работы, они не требуют дополнительных поставок оборудования. Это действительно общая строительная работа, которая требует квалифицированных строителей, отделочников и так далее. Задача решаемая, я думаю, вместе с генподрядчиком эту проблему решим. Что касается стройматериалов, по словам руководства будущей электростанции, 95% грузов завезены в Якутск. Есть некоторые моменты, которые ждут воду, которые терпят. А то оборудование, которое срочно необходимо, есть полностью договор, есть вертолет, и проблем с этим нет. Строительство первой очереди крупнейшего энергообъекта на Дальнем Востоке должно выйти на финишную прямую в конце 2016 года. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести.